Якутск будущего показали в Москве. На площадке Госкорпорации развития ВЭБ-РФ прошла презентация инвестиционных проектов столицы республики. Администрация города подготовила 10 проработанных проектов в сфере благоустройства, туризма, сельского хозяйства. Все то, что должно сделать жизнь северян удобной и комфортной. Якутск начал свою презентацию сразу с козырей. Экспертам из 100 городов были представлены лучшие практики в сфере информационных технологий. Сегодня столица республики является одним из IT-центров России, и опыт наших специалистов готовы перенимать в других регионах. Когда Якутск ставил такую высокую планку, я за Якутск переживала. Это было тогда в Московской школе управления Сколково. Честно, волновалась, потому что такие амбиции на много лет вперед, это, знаете, у нас Казань уже далеко ушла, у нас Ижевск дышит в спину, у нас Тюмень, крупный, богатый город. Но вот Тюмень пошла по линии креативных индустрий, а так как в Якутске с креативными индустриями уже хорошо, конечно, я с большим ожиданием была от сегодняшней нашей встречи. И мне хотелось увидеть, что получается, что не получается. Все ли то, что задумано, оно реализуется. Сегодня якутские программисты разрабатывают игры, сервисы цифровой безопасности, интересные и полезные приложения, программные продукты для разных сфер экономики. Количество занятых в IT-индустрии стремительно растет. Власти ставят перед собой задачу в ближайшее время увеличить это число до 10 тысяч человек. Я сегодня с большой радостью отметила, что та амбиция, та высокая планка, которую взяла за себя команда Якутска, она действительно оправдана. Более того, я увидела, что в сложное время, все перестраивались, работая в каких-то новых условиях. Но я увидела, что Якутск не только не затормозил своего развития, а стал прирастать. И доходы городского бюджета увеличились за счет IT-индустрии. Сегодня мы подробно разобрали, как работает IT-кластер. Как вы бережно относитесь к сопровождению детей разного возраста, погружая их вот в эту профессию? Мне кажется, это очень правильная история. Сегодня глава города сказал, что у нас в планах еще из детского сада детей начать обучать. Сейчас с 6 лет я просто видела, как вы ребенка по времени, вы его сопровождаете, не оставляя ни на одну минуту. И я думаю, что когда вы такое внимательное отношение к развитию этой профессии, к вовлечению в эту профессию, я считаю, что в Якутске IT не только быть, но и быть на самом высоком уровне. Якутская администрация подготовила 10 проектов для презентации. Среди них модернизация системы наружного освещения, появление транспортно-логистического центра, комплексная застройка жилых кварталов. В рамках презентации было подписано и соглашение о сотрудничестве с Центром развития общественных пространств и парков. Последнее связано с грандиозными планами по реконструкции парка культуры и отдыха в Якутске. Очевидно и понятно, что сегодня развитие парка требует капиталовложений, преображения парка, чтобы он отвечал современным требованиям, которые выставляют жители города Якутска. И это тоже требует дополнительных вливаний. Значит, мы сегодня презентовали проект, по которому в рамках модернизации парка предлагается также строительство круглогодичного аквапарка на смежной территории. Это такое комплексное сооружение. В простонародье можно сказать, что это будет и аквапарк, и бассейн, и комплекс СПА. То есть это точка притяжения, которая бы могла обеспечить запросы горожан, жителей городского округа на активный отдых, в том числе в зимнее время года. Сейчас мы понимаем, что парк у нас это ключевое место притяжения горожан в летнее и весеннее время, но, к сожалению, он не может у нас работать круглогодично. Да? А внутри города у нас нет такого большого количества объектов, которые смогли обеспечить полностью запрос горожан. Но планы по обновлению парка в Якутске строительством многофункционального спортивного центра не ограничиваются. Подписанное соглашение предусматривает и другие направления развития зеленой территории. Очень важно обратить внимание на все сообщества. От младшего поколения, это наши детки, молодежи, это более взрослые ребята, которые хотят инфраструктуры. И самое главное, это старшее поколение, которое тоже хочет получать классные сервисы на этой территории. Поэтому парки, пространство – это про людей. Поэтому чем
круче мы это сделаем, чем с душой подойдем к этому вопросу, тем больше будет аудитория радоваться всей этой территории и получать максимально хорошее позитивное настроение. Мы работаем с поддержкой веба по инвестиции проекта. Мы понимаем, что это стоит больших денег. Сегодня это ориентировочная стоимость 2,6 миллиарда рублей на реконструкцию вот этого центрального парка. Там предусмотрены зоны спорта, творчества, культуры, событийки, входных групп красивых и так далее, рекреационные зоны. И все это, на это нужно определенный бюджет. И мы вместе с администрацией города будем прорабатывать возможности привлечения ресурсов для того, чтобы реализовать этот проект в кратчайшие сроки. В этом году в парке предполагается реализация одного спортивного досугового объекта. Это, назовем его так, аэротренажер, аэротруба для воздушных видов спорта, для парашютного спорта, для проведения активного отдыха. То есть у нас есть концессия и активный инвестор. Также мы предполагаем, что мы сможем изыскать средства и собственными силами провести мероприятия по реконструкции тропиночной сети, то есть создание универсальной беговой трассы. То есть это те планы, которые мы ставим перед собой на ближайшие годы. Еще один интересный проект, который был представлен инвесторам, это строительство 4-звездочной гостиницы в Якутске. Планируется 150 номеров, конференц-зал, ресторан, фитнес и спа-центр. 12-этажное современное здание по улице Чернышевского примет первых гостей уже через несколько лет. На наш взгляд, рынок туристический Якутии масштабен, находится в процессе становления и сдерживается в основном отсутствием качественных объектов размещения. И, на наш взгляд, реализация этого проекта позволит вывести продукт и туристический, и, в принципе, туристический потенциал на новый уровень. Он более чем перспективен. Мы планируем завершить стройку в первом квартале 2026 года. Соответственно, будет одним из наших флагманов. Мы заложили на этапе подготовки архитектурно-функциональной концепции. В зоне входной группы главного фасада размещено 2 опоры, символизирующие сердечно-навязанные столбы. Поэтому мы постарались как можно ближе подойти к вопросу идентичности, и мы пытаемся с этим подходом шагать по всем проектам. Инвесторы смогли познакомиться с агропромышленным кластером, который планируется построить в Мархе. Он будет включать модернизированную ферму, племенной репродуктор, а также центр современных пищевых технологий. Потребителям будут предложены качественные и недорогие колбасы и деликатесы. Сегодня было достаточно много интересных проектов, но не стоит забывать о сегодняшних вызовах, связанных с продовольственной безопасностью и с самообеспеченностью региона. И лично я ставлю для себя достаточно сложную задачу довести производство мяса и свинины внутри нашей республики до уровня не ниже 50%. У нас достаточно короткий строительный сезон, и мы уже планируем в мае месяце начать планировку участков, на которых будут построены новые корпуса для содержания животных. И в июле месяце мы должны выйти уже на нулевой цикл. То есть на самом деле задача такая, сверхзадача для нас до конца года запустить 2 новых корпуса. Это осеменение ожидания и опорос доращивания. Это позволит уже стартовать и выйти на те показатели, которые я уже говорил. В июле месяце запускаем колбасный цех, новое пространство. Хочу сказать, что наш технолог на сегодняшний день работает на действующем предприятии во Франции. То есть он делает колбасу на заводе, где секреты традиционные передаются из поколения в поколение. И повезло, что он имеет корни французские, и это позволило ему, скажем так, в хорошем смысле внедриться в доверие, внедриться в это предприятие. И я не скрою, мы ставим для себя очень амбициозные планы по производству самых лучших мясных деликатесов не только на Дальнем Востоке, но и в России. Все эти проекты – часть мастер-плана развития Якутска до 2032 года. В разработке помогали специалисты Института генплана Москвы. Его главная задача – сделать столицу республики комфортным и удобным городом для жизни. И помочь в этом, конечно же, должно строительство новых школ. Они тоже предусмотрены мастер-планом.
Сейчас вот реализуется уже 4 таких проекта. Будут созданы 4 школы в городе Якутске до конца 2024 года. И также еще на территории города в соответствии с мастер-планом более десятка новых школ планируется. И, конечно же, на площадке ВПРФ сегодня проговорили о перспективах создания этих школ. Подобные масштабные презентации – это отличный способ найти дополнительные средства на реализацию важных для города проектов. Более 100 инвесторов присутствовали на площадке ВПРФ. Это называется роуд-шоу. Это когда город от потребностей, от понимания проблем формирует проекты, инициативы, в том числе через инструмент под названием мастер-план. Якутск такой мастер-план в этом году получил, разработал благодаря финансированию Дома РФ и работе Института генплана города Москвы. И дальше из этого мастер-плана его же мало просто сформализовать, да, он должен быть реализован. Что-то может быть реализовано за бюджетные деньги, что-то за внебюджетные. И любой более-менее активный город, который действительно конкурирует за инвестиции, он старается привлечь этого инвестора. И вот формат таких роуд-шоу – это способ привлечь таких инвесторов. Это не просто там тусовка, где собрались поговорить. Действительно, город пытается показать свои сильные стороны, продать проект, собрать ключевых инвесторов, участников рынка, вместе с ними обсудить и убедить, что проект жизнеспособен, он имеет право на жизнь. Это очень классная практика. Подобные форматы обычно используют для того, чтобы представить регион в целом. Например, какая-то область или республика презентует несколько объектов в разных районах. Проекты отдельного города, как случилось с Якутском, здесь большая редкость. И это еще раз доказывает, что столица Якутии интересна для инвесторов. Я увидела, когда мэр города Евгений Николаевич Григорьев презентовал мастер-план города Якутска, я увидела, какие крупные проекты, интересные проекты сидят там, находятся внутри этого мастер-плана. И действительно, сегодня был полный зал, вы видели это. Там были инвесторы, там были институты развития, там были люди, которые заинтересованы в том, чтобы эти проекты сбылись. Потом отдельно презентовали уже те, кто непосредственно в этом проекте. И мне кажется, ценность нашей сегодняшней встречи заключается в том, что мы не только друг друга увидели, хотя в этом тоже большая ценность, но и в том, что Якутск достойно рассказал о том, каким видится развитие города через 5, 10, даже 15 лет. И те проекты, которые презентованы, какая задача была? Если нет инвестора, найди его. Якутск активно растет и развивается, и окружные власти ставят перед собой новую амбициозную цель – сделать Якутск лучшим городом на вечной мерзлоте. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Виктор Ольцев, Москва.